Здравствуйте, дорогие коллеги! Приветствую вас на нашей встрече, посвященной конкурсу «Школьный патент. Шаг в будущее», новому сезону. Сегодня поговорим с вами про изменения в положении конкурса, про новые номинации и направления. Я понимаю, что у всех мало времени, поэтому постараюсь быть краткой. Поэтому, пожалуй, начнем. Если у вас будут какие-то вопросы... Секундочку, начнем уже презентацию. Если какие-то будут вопросы, задавайте их в чате, либо можете писать, звонить нам всеми доступными способами. Отвечу на все. Спрашивайте. Ваня, а сделай так, чтобы только презентацию у меня коллеги видели? Нет? Нельзя? Даже только если камеру сейчас. Сейчас, секунду. Вот. Возвращайся к презентации. Все, спасибо большое. Извините, у нас тут небольшая техническая заминка была. Итак, перейдем к нашей презентации. Напомню, что главное изменение этого сезона – это изменение его сроков. В этом году старт приема заявок начался уже с 1 сентября и продлится он до 25 декабря. К сожалению, в этом году произошла накладка 2 конкурсов, и школьный патент сейчас проходит вместе с предпринимательством без границ. В будущем, на следующие сезоны конкурсов, мы будем решать этот вопрос и разводить эти 2 конкурса. Вероятнее всего, школьный патент пододвинуть у нас не получится, поскольку это главные организаторы, это федеральные организаторы, поэтому, вероятнее всего, будем двигать конкурс предпринимательства без границ. Будет изменение сроков проведения этого конкурса. Итак, дорогие друзья, у нас ждем все заявки до 25 декабря 2023 года. В этом году конкурс в Республике Коми проходит уже в 9-й раз, а так у нас это 15-й юбилейный сезон конкурса. Напомню, что организаторами являются, что это международный конкурс, организаторами федерального уровня являются Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций и Центр международного сотрудничества КДУЦЕЙ. В Республике Коми региональным организатором конкурса является Национальная библиотека. А так конкурс проводится при поддержке Роспатента. Напомню, что конкурс входит в рекомендуемый перечень Министерства образования как Коми, так и Российской Федерации. Имеет статус международного. Обновила для вас реквизиты документов. То есть, если педагоги будут спрашивать, можете ссылаться на вот эти документы. Приказ Министерства просвещения РФ, пункт конкурса 652 и приказ Министерства образования Республики Коми, пункт 63. Если по республике это у нас рекомендуемый перечень на 23-24 учебный год, то в российский перечень конкурс входит в конце учебного года, скажем так. То есть сейчас вот это 23-й, это рекомендуемый перечень на 22-23 год. Но будьте уверены, что в следующем году он также попадет в рекомендуемый перечень 23-24 года. Что же дает для детей участие в конкурсе? Это бесплатный отдых летом в лагере, топ-баллы при поступлении в вузы, также призы, подарки от спонсоров. В прошлом году у нас спонсоры были представлены, основной призовой фонд за счет компании «Лукойл», КС «Альфа». Также в свой вклад внес «Лузалес» и «Книжный мир», а также ведущие вузы региона, они подготовили призы, которыми мы отметили специальные призы поощрительные для детей. Для педагогов подготовка победителя в этих 2 конкурсах также дает дополнительные баллы при аттестации.
Поэтому педагоги также любят участвовать в подобного рода конкурсах. Все-таки это международный конкурс, статус международный, еще и рекомендуемый Министерством образования. Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в команде до 3 человек. При этом обращаю ваше внимание на то, что в работе необходимо описывать роль каждого участника команды. У федеральных экспертов, также и у региональных экспертов иногда возникают вопросы, кто что делал, насколько велика роль каждого участника команды в данной работе. Изменение положения конкурса нового сезона заключается в том, что в прошлом году у нас, напоминаю, была только одна работа по одной номинации и одному направлению от одного участника. В этом же году можно на республиканский этап участник вправе предоставить неограниченное число заявок. Что это значит? Вы можете представить хоть 5 заявок в номинации рисунков, хоть, то есть это может быть как в рамках одной номинации, так и в разных 5 номинациях, например, может принять участие. Однако, если вот этот участник победил в нескольких номинациях конкурса, на финальный этап будет подана только одна какая-то его работа по одной номинации, одному направлению. Решение здесь будет принимать экспертное жюри. Но республиканский этап не ограничивает число работ по данному от одного участника. Вообще в конкурсе у нас представлено в этом году уже 13 номинаций, от рисунков сочинений до программы технических разработок. Обращаю ваше внимание на то, что специально придумывать зачастую ничего не нужно. То есть в любых школах уже ведется проектная деятельность и развивается техническое творчество. Нужно найти вообще заинтересованного педагога и доработать заявку под требования данного конкурса. В этом году у нас появилась 13-я номинация, это «Код будущее». У меня тут опечатка не разработки в газовой отрасли, а разработки программного продукта. Потом ее исправлю, данную опечатку. Обязательным требованием ко всем номинациям, как в прошлом году, так и в этом году, будет то, что к работе должна быть приложена аннотация, поясняющая, какой конкретно результат интеллектуальной деятельности представлен в работе. Что это может быть? Это может быть произведение, которое охраняется авторским правом. Это могут быть промышленные образцы в номинации «Промышленные образцы». Это может быть аудиовизуальные произведения и ваши видеоролики. Сейчас мы пройдем по всем номинациям и подберем к каждой категории вид в соответствии с законом, а также остановимся на основных изменениях этого сезона. Обращаю внимание, что презентация в этом году составлена так, что отражены в основном только изменения. Но если вам чего-то где-то не хватает по объему и содержанию, то не стесняйтесь, спрашивайте, все поясню, либо проработаем этот момент в частном порядке. Итак, в номинации «Мастер дизайна» это у нас рисунки, представлены 4 направлениями. Они у нас не изменились, по-моему, с прошлого года. Это для учащихся с 1 по 5 класс 2 направления: «Жизнь сказочных вещей в наше время» и «Техника будущего». А также для учащихся с 6 по 7 класс. Это 2 направления: «Народные промыслы. Новый взгляд на национальные сувениры и подарки» и «Скульптурная композиция. Украшения моего города». Рисунки будут являться произведением живописи, да, в соответствии с Гражданским кодексом, и охраняться авторским правом. Здесь вот я привела выписку из ГК, то есть на какой пункт можно сослаться. Обращаю ваше внимание на то, что всегда было, есть и остается требованием в данной номинации — это описание работы и идеи работы объемом от 2 до 5 страниц.
очень часто данное требование игнорируется. В этом году, в прошлом сезоне, вернее, федеральные эксперты очень строго обращали на это внимание, говорили о том, что если нет описания к работе, если участник невнимательно читает, что нет ни описания к работы, нет ни ссылки на категорию READ, это неуважение к положению, неуважение к участникам экспертной комиссии. Поэтому не знаю, насколько они отсеивали. У нас все работы, представленные в финале, они у нас соответствовали данным критериям, но очень обращали на это внимание. Например, у нас, конечно, были такие, что нет описания к рисункам, либо они были такие очень-очень маленькие, в 2 строчки буквально. Хочется сказать, что здесь данная номинация, поскольку уже конкурс проходит в 9-й раз, остановлюсь еще на этом слайде, нет описания к рисункам, можете пока посмотреть. Поскольку конкурс проходит 9-й раз, экспертное жюри у нас много видело примеров работ. И, например, как горшочек вари и пример с мультиваркой, ну, то есть какие-то такие уже слишком близлежащие примеры из сказок, они уже не так высоко ценятся нашим экспертным жюри при оценке работ. Если это такой хорошо известный пример вы приводите, но тогда в таком случае должна быть работа, чтобы она была выигрышной, она должна быть прекрасно выполнена с точки зрения живописи, да. Если очень интересная, например, задумка, но где-то что-то не дожимает по живописи, да, но задумка интересная, тоже смотрится еще и описание к рисунку. Например, 2-е место у нас на республиканском этапе заняла такая работа «Параллель Алисы и Джина». Присутствовало описание к работе, можете его посмотреть, приведены сходства, различия, очень такая интересная работа. Была описана даже техника, что это смешанная, пуантилизм, карандаш, фломастер, то есть что было использовано при создании данного рисунка. Следующая номинация «Мастер слова». На мастер слова принять участие могут дети с 1 по 7 класс. С 1 по 7 это самое полезное изобретение ученых моей страны. С 1 по 5 моя интеллектуальная собственность. И для учащихся с 6 по 7 класс это культурное наследие моего края, архитектура и искусство. Какая будет тут категория READ? READ это произведение, литературное произведение, тоже будет охраняться авторским правом. Обращаю ваше внимание на обязательное требование наличия результата проверки на объем заимствования в системе антиплагиат, подписанный руководителем. Где можно проверить? Можно проверить на вот этих 2 сайтах, например. Можете проверить еще на каком-нибудь сайте. От этого не зависит, где вы проверяете. Лишь бы вам было удобно пользоваться этим сайтом и вообще результат проверки присутствовал в работе. Обращаю внимание на то, что в положении содержится ссылка на то, что работа, которая не является оригинальной, то есть оригинальность авторского текста составляет менее 80%, может быть дисквалифицирована за плагиат. И такая работа оцениваться экспертным жюри не будет. Хотела просто привести пример, что в прошлом году наше экспертное жюри отметило, что очень интересно было читать сочинения, которые поступили на конкурс, и некоторые могли претендовать на какой-то репортаж, скажем так, и быть с элементом
публицистического жанра, то есть можно хоть сразу же печатать в какой-то газете. Некоторые произведения были отмечены как какой-то там художественный жанр, да, можно было представить его как рассказ. Многие отметили, что хорошо ценятся не сухие факты, вот как раз, а личный опыт участника, который описывается в своем сочинении. В целом, по данной номинации прошлого года мы никого не дисквалифицировали за плагиат. Все работы были у нас оригинальные, и экспертное жюри получило удовольствие от прочтения вообще всех этих рассказов, произведений, работ. Следующая номинация – это изобретение. Принять участие в ней могут учащиеся с 1 по 11 класс. При этом будет отдельно по каждой категории для каждого возраста производиться оценка. То есть с 1 по 5, с 6 по 7, с 8 по 11. Работы будут оцениваться отдельно, как и в прошлом году. Следующее направление – это робототехника, экологические проекты, новые приспособления для маломобильных групп населения, либо иные технические изделия, приборы и способы. Если вы что-то такое придумали интересное, и у вас никуда это не относится, то это всегда 4-й пункт – иные технические изделия, приборы и способы. Какая здесь категория РИД будет? Это изобретение либо полезные модели в зависимости от проработанности темы и наличия изобретательского уровня в данной разработке. Обращаю ваше внимание на то, что презентация проекта здесь будет обязательно. Также в положении содержатся требования к данной работе, то есть это какое-то наглядное изображение вашей разработки, чертежи, фотографии, макеты. Следующая номинация – это научно-исследовательская работа. В этом году появилось новое направление, немного были изменены, то есть теперь у нас 4 направления: естественные науки, технические науки, гуманитарные науки, юриспруденция. И 4-е – это экономика и управление. В прошлом году у нас мы могли с 1 по 5 еще принять участие школьники в данной номинации, но с этого года убрали младшие классы и оставили только возможный возраст с 6 по 11 класс. Научно-исследовательская работа, она так же, как и сочинение, это будет произведение и будет охраняться авторским правом. Обращаю ваше внимание на то, что, как и сочинение, работа в обязательном порядке должна быть проверена на объем заимствования в системе антиплагиат. Обращаю ваше внимание на то, что не обязательно использовать только свой текст. Вы можете использовать и чужой текст, но в объеме допустимом целью цитирования. То есть должны быть обязательно ссылки на источники. Должна сохраняться все равно оригинальность, не менее 80%. То есть если вы делаете ссылку на источник заимствования, то тогда у вас система антиплагиат не будет считывать, что вы это где-то позаимствовали незаконно. И так же, как и по сочинениям, есть дисквалификация за плагиат. Также обращаю ваше внимание на то, что критериями оценки по данной категории работ является наличие охраноспособного результата интеллектуальной деятельности. Бывают такие работы, которые либо немножко не довели под требования данной номинации, то есть проведено прекрасное исследование, сделаны выводы, но вы не заканчивайте данную работу только этими выводами. Вы всегда пойдите что-то куда-то дальше. Если, например,
Вот в данной работе прошлогодней были проанализированы герои из сказок с точки зрения характера. И вообще эта вот работа была «Как не стать жертвой буллинга». То есть на основе литературных произведений была произведена вот эта оценка, вся научная работа построена, научно-исследовательская, да, и в результате были даны какие-то рекомендации, как не стать вот жертвой буллинга. То есть результатом данной исследовательской работы стал буклет. Бывает, некоторые анализировали расписание, режим дня, да, я проанализировал, сделайте в итоге вот режим дня, я разработала режим дня, то есть результат моей научно-исследовательской работы, выработанный мной режим дня, который представлен, как брошюру можно использовать, да. Так, перейдем дальше к следующей категории. Промышленный дизайн представлен 12 направлениями. Внутри направления у нас немного поменялись. Это компьютерные аксессуары, шаблон сайта, одежда и обувь, спортивный инвентарь и тренажер, настольные игры. Обращаю внимание, настольные игры есть. То есть, кто представлял участие в Варсанторе, возможно, как бы представить подобные игры и сюда, на школьный патент, потому что мы будем разводить жюри. Жюри будут у нас другое, чем на Варсанторе были. Ювелирные украшения, оправа для очков, флакон для духов, произведения декоративно-прикладного искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства и прочие дизайнерские решения. Обращаю ваше внимание на наличие такого направления, как 12-го. Мы вот только-только его согласовали с федеральной дирекцией, еще даже не публиковали новость в нашей группе ВКонтакте, но постараемся сегодня это сделать, о том, что произошли изменения в положении, и вот как раз добавлено новое направление – детская площадка, благоустройство детской площадки, дворовой детский игровой комплекс. Откуда взялось это направление? В прошлом году, если вы помните, спонсорскую поддержку нам оказывала КС «Альфа». Это крупный застройщик в городе Сыктывкаре и Республике Коми. И тогда на вручении у нас Андрей Булышев сказал, что а давайте в следующем году учредим новую номинацию, направление, и вот пускай дети нам нарисуют своими глазами, каким они видят детский игровой комплекс. И тогда, возможно, мы лучшие проекты воплотим в жизнь. Помните эти слова у него на церемонии награждения победителей? Вот. Ни КС «Альфа», ни мы не отказались от этой идеи в этом сезоне сделать данное направление. Это будет специальная номинация, ее будут оценивать специалисты предприятия КС «Альфа». Думаю, что хорошие подарки их ждут по данному направлению, как минимум. Также КС «Альфа» в этом году тоже будет у нас входить в число спонсоров конкурса. А так, на федеральном уровне такой номинации направления нет, 12-го детская площадка, но если будут вот всех победителей по данному направлению, мы будем подавать как либо по 10-му мы будем, скорее всего, подавать направлению данных победителей для участия в финале. Так что призываю вас участвовать, представляйте ваши разработки в номинации «Промышленный дизайн». То есть промышленный дизайн тоже, она такая открытая номинация. Все, что ребенок делает своими руками и что не нашло отражения в данных 12-11 направлениях, есть такое прекрасное направление, как прочие дизайнерские решения. Все, что сделано руками человека и обладает новизной, оригинальностью внешнего вида, дизайна и эргономических его свойств изделий, также может быть представлена по данной номинации, любая его такая работа. А какая категория РИД?
Это номинация, это промышленный образец, либо все, что создано руками человека, оно, безусловно, будет охраняться авторским правом и также может быть отнесено к произведениям архитектуры, например, градостроительства, либо произведения живописи и какого-то декоративно-прикладного искусства. Вот. Так что представляйте в любом виде данные ваши свои разработки. Будут какие-то вопросы, обязательно пишите, звоните, спрашивайте. С 1 по 11 класс принять участие может быть. Интервью о профессии также с 1 по 11 класс. Категория РИД здесь будет произведение науки, литературы и искусства, то есть это аудиовизуальные произведения, охраняться будет авторским правом. Что это такое? Это видеоинтервью или статья интервью с изобретателем, патентоведом, патентным поверенным, либо иным вот каким-то сопричастным к интеллектуальному труду человеком, специалистом, профессионалом об опыте их работы. Если вы берете какие-то не те специальности, скажем так, которые прямо здесь указаны, у вас есть мысль, что данный специалист может быть отнесен в том числе к данной сфере, к сфере интеллектуальной собственности, пожалуйста, докручивайте это в своих интервью. Почему именно вот этот специалист, он также можно сказать, что он является изобретателем по своей природе. Думаю, по этой номинации тоже все. Важная для обороны страны с 1 по 11 класс номинация у нас способы устройства для обеспечения обороноспособности и безопасности. По категории РИД это может быть либо изобретением, либо полезным моделям, в зависимости от наличия изобретательского уровня. Обязательно презентация работы должна быть. Ну, тоже, если будут вопросы по данной номинации, уточняйте. Следующая номинация – это режиссерский взгляд, которая также относится к произведениям науки, литературы, искусства, аудиовизуальные произведения, охраняется авторским правом. С 1 по 11 класс 4 направления, как обычно у нас: мультипликация, короткометражное кино, реклама, музыкальный клип. Хочу сказать, что вот все наши работы, которые мы отправляем, работы участников из Республики Коми, победителей, да, они прям уже на протяжении нескольких лет всегда занимают прекрасные призовые 1, 2, 3 место, всегда наши на финальном уровне. В этом году федеральные эксперты отметили, еще раз подчеркнули о том, что данная номинация направлена на популяризацию и пропаганду важности соблюдения, охраны и защиты интеллектуальных прав. То есть должна быть именно смысловая направленность на интеллектуальную собственность, на защиту авторских прав. Пожалуйста, отслеживайте это в своих созданных роликах. Следующая номинация – это «Миллион за идею». Номинация для учащихся, планирующих внедрить свой результат интеллектуальной деятельности, любой. Обращаю ваше внимание на наличие результата интеллектуальной деятельности. Работы в данной номинации предоставляются на конкурс в виде текстового файла, описания проекта или бизнес-плана с 1 по 11 класс. Не забываем про то, что у нас есть конкурс предпринимательства без границ. Можно подавать работы в параллели обоих конкурсов. Но подчеркиваю, что не просто должен быть бизнес-план, должен быть обязательно результат интеллектуальной вашей деятельности в основе предложения о коммерциализации. То есть, например, что-то должно быть все равно сделано своими руками, разработано. Не обязательно вот прямо, скажем, это должны быть какие-то
произведения декоративно-прикладного характера, да, например, если мы печем торты на заказ, то в прошлом году у нас была такая номинация, как бы блюдо для праздника, в этом году ее убрали направление, потому что не совсем нет понимания, не было понимания, что именно можно было представить на данный конкурс. Именно вот оригинальный ваш авторский вклад. То есть, если вы печете торты такие же, как можно купить в магазине, то есть вот дизайн вот этих тортов, такие же, как в магазине, то не подходит. А если, например, вы вот в бизнес-план включите, что вы будете изготавливать какие-то супер оригинальные по дизайну, почему нет? Пожалуйста, данная работа будет оценена экспертным жюри. Либо, например, вы делаете бизнес-план на основе проведения экскурсий по Республике Коми или где-то по городу, по какому-то, по местности, окрестности. Тут как будто бы нет ничего, но в плане такого ощутимого объекта результата интеллектуальной деятельности. Но вы же всегда можете, вот это ваша уникальная карта, ваша уникальная речь, то, что вы будете говорить на этих экскурсиях, это будет как раз являться вашим результатом интеллектуальной деятельности, который вы будете коммерциализировать. То есть вот представляете, когда вот эти работы на конкурс, немного их либо доработав, не просто представив бизнес-план как на конкурс предпринимательства без границ, всегда тут должен быть какой-то результат интеллектуальной деятельности. Следующая номинация – это интеллектуальные способности, неограниченные возможности. Номинация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Критерии оценивания в зависимости от основной номинации. То есть по данной номинации вы можете представить любую работу, какой-то рисунок по номинации мастер-дизайн, мастер слова, промышленный образец, изобретение, видеоролики. Но просто она будет отдельный конкурсная оценка участников с ограниченными возможностями здоровья. Пожалуйста, при подаче заявки не забываем прикладывать специальные справки, которые позволяют участнику проходить по данной номинации. То есть необходимо приложить обоснование участия в данной номинации, чтобы экспертное жюри тоже понимало, какие имеются ограничения по возможности здоровья, чтобы можно было объективно оценить качество выполненной и представленной на конкурсе работы. Номинация «Самый креативный». У нас только один раз подавалась, по-моему, по данному направлению одна работа, одна заявка. Была номинация для учащихся, подавших заявку на регистрацию своего интеллектуального права или получивших охранный документ на результат своей интеллектуальной деятельности. То есть, если вы подали заявку на регистрацию вашего результата интеллектуальной деятельности в качестве промышленного образца, полезной модели, либо изобретений, либо программы ИВМ, все что угодно можно подать по данной номинации, пройти по направлению «Самый креативный». В прошлом году новая, в этом году уже прошлогодняя номинация «Газеврика». Номинация для учащихся, планирующих практически применить, внедрить свой результат интеллектуальной деятельности в газовой отрасли. Работу по данной номинации региональные эксперты не оценивали. Экспертизу работ по номинации осуществляет компания «Газпром Трансгаз Ухта». Вот в прошлом году у нас была работа от одной ученицы 7 класса, где она поразмышляла на тему о том, как компания «Газпром» может оказать влияние природе, например, в ходе своей деятельности.
То есть, например, ученица предложила строить дороги из переработанного пластика, дороги, которые специально построены для обслуживания газопроводов, поскольку специальное обслуживание газопроводов, оно требует, все-таки разрушает и почвенный слой, и все равно необходимо строительство специальных дорог, и она предложила совместить полезное, если еще более с полезным, это раздельный сбор мусора и вот использование твердого покрытия из переработанного пластика. Также она предложила, поговорила, размышляла о том, что олени в естественной, как бы, в своей среде обитания, где проходят вот магистральные газопроводы, и она предложила сделать из них переходы, предложила сделать в некоторых местах газопроводы, чтобы можно было их поднять над землей, даже отдельный его участок, чтобы не мешало проходу животных. В общем, работа была оценена в финале у нас, и ученица заняла 3-е место. Поэтому не обязательно что-то такое представлять по данной номинации, какую-то супер-пупер научно-исследовательскую работу. Можно просто поразмышлять где-то. Ученица, она представила эту работу как мастер слова. Требованиями у нее к работе были как по мастеру слова, то есть это размышления у нее были на нескольких листах с обязательной проверкой на системе антиплагиата. Новая номинация в этом году – номинация «Код будущего». Номинация для учащихся, планирующих практически применить свой результат интеллектуальной деятельности в IT-отрасли. Здесь у нас 3 направления: игра на питоне, дроны на питон и этичный хакинг на питон. То есть данный язык программирования очень популярен среди детей сейчас. Многие образовательные программы по программированию, клубы, они учат детей программировать на данном языке. Можно проработать этот вопрос именно через специальные курсы, через компании, которые как раз занимаются подготовкой учащихся по данному направлению программирования. Предложить им поучаствовать в данном конкурсе. Номинацию «Код будущего» будем оценивать как мы на местах, так и федерально. То есть это такая специальная номинация тоже, но не как Газеврика, а уже обычная 2-уровневая оценка будет, как и у других номинаций. Прием заявок уже открыт на сайте. Можно подать заявку в электронном виде. В этом году должно быть такое нововведение, что документы будут предоставляться все одним архивом, то есть будет одна ссылка для скачивания. Вам, в свою очередь, нужно научиться загружать эти документы на Яндекс.Диске, например, и отправлять вот эту ссылку, вставлять ее при подаче заявки. Обращаю ваше внимание на то, что мы ждем от вас. Мы хотим не менее 6 работ. Напоминаем о том, что отчет о проведенных мероприятиях нужно отправлять Микушевой Ирине с пометкой «Отчеты о Легион умников». Не забываем про то, что у нас до конца октября еще открыт прием заявок по предпринимательству без границ. Не забываем отправлять ваши фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Мы с удовольствием их опубликуем в нашей группе в школьном патенте или в предпринимательстве без границ. В прошлом году было представлено на конкурс «Школьный патент» 284 работы от 318 участников.
Распределение по районам вы сами можете наблюдать. Из 284 работ было выбрано 52 победителя. 52 работы признаны победительницами. Еще плюс «Газпром Эврика», «Газэврика». Итого 53 работы были отправлены в финал. И половина практически были признаны лучшими в финале. Это 3 работы Гран-при, первое место 7 работ, 4 работы второе место, 7 работ третьего места, 2 работы отмечены специальными дипломами. К сожалению, подарки федеральные подарки нас в этом году не очень сильно радовали, мягко говоря. Мне кажется, что мы заплатили за доставку больше, чем их номинальная стоимость. Но что поделать. Вот, не забываем вступать в группу «Школьный патент», присылайте сюда фотографии, делитесь постами о проведенных мероприятиях, задавайте вопросы, мы всегда на связи. Положение новое мы опубликуем буквально сегодня, наверное, а также положение есть уже опубликованное, там вот как раз будет добавлено новое направление по детской площадке. Тоже можете взять его в группе «Школьный патент Республика Коми». Также хочу сказать, что небольшие все-таки подарки от финала ШП остались у нас у 4 районов: Сысольский, в общем, Бизинга, Ижемский район, Мохча, Выльгард, Усинск. И еще не забраны товарно-материальные ценности по Варсантору по проекту, вот у следующих ЦБС. Звездочками у меня отмечены ЦБС, где сейчас у нас проходит какой-то слет библиографов обучения. Мы можем предложить вашим коллегам взять и передать подарки и товарно-материальные ценности, если, конечно, никто не возразит и проявит желание. Ну, на этом у меня, наверное, все. Вы можете спрашивать. Так. Если, коллеги, у вас есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить. Очень жаль, что сократили до 7 класса. Это по какому направлению? По рисункам? По сочинениям? Или про какое? По мастеру дизайна? Мастер дизайна еще в прошлом году у нас был до 7 класса. Ну вот так вот. Какие были недочеты оформления Ударского района? Мне кажется, что это прямо нужно поднять, посмотреть работы. Я не готова сейчас ответить на этот вопрос. Но в прошлом году было повально у всех. Редкие работы были с категории РИД. Что касается научно-исследовательских сочинений, все были практически проверены на антиплагиате. Научно-исследовательские работы не все, но мы допроверяли их сами, не отстраняли их, не проверив на антиплагиат. Что касается Удары, давайте мы с вами созвонимся и прям детально проговорим по работам. Хорошо? Позвоните мне, мои контакты есть в презентации. Что касается буклетов раздатки, если вам нужно, я вам их макеты буклетов скину. Что касается самой презентации, вот эту презентацию скину, в ней были использованы как бы примеры работ детских, которые не совсем, скажем так, соответствуют, я оттуда их уберу, чтобы никому не было обидно. Эта информация, она прежде всего для вас, чтобы вы могли педагогам объяснить и пояснить, где что не так в данной представляемой на конкурс работе.
что если, например, нет результата интеллектуальной деятельности, или еще чего-нибудь не хватает, если, чтобы вы сами это понимали. Это не для распространения. Так, что еще тут у нас было? Что я пропустила? Печора тоже привет. Всем привет. У нас в этом году... Что? Символично. Далеко в прошлое ушло. Да. А буклет, у нас не буклет, у нас прям такая совсем небольшая раздаточка, потому что поскольку 13 номинаций, у каждой номинации свои направления, очень большой объем, чтобы выводить это на буклет. Всегда у нас есть небольшая раздатка листовка А6 формата, которую мы всем даем. Есть на ней QR-код, переходят по ссылке и уже на группу ВКонтакте, на приложение. Все можно это подробно изучить. Если есть какая-то потребность в дополнительной информации по каким-то направлениям, пишите, звоните, мы всегда на связи. В этом году у нас есть небольшие изменения по команде кураторов тоже. Если кому-то что-то где-то на первых порах нужна помощь, либо какие-то информационные материалы, также не стесняйтесь, спрашивайте. Мы все готовы дать и подсказать. Возможно, если есть такая большая потребность, готовы провести какие-то дополнительные обучающие мероприятия по интеллектуальной собственности или предпринимательству, если в этом есть необходимость. В любом случае, пишите, обратную связь всегда важна. Спрашивайте, если что-то не так. Ну так, коллеги, большое спасибо, что уделили мне внимание. Почти час получилось, отобрала у вас драгоценного времени. В общем, надеюсь на продуктивную работу. Не стесняемся, спрашиваем. Если что, всегда на связи, и ВКонтакте, по телефону, везде. И по электронной почте. Будут вопросы, пишите, звоните. Так информацию отправлю вам. Все, до свидания.